Взрыв бытового газа. ЧП произошло в двухквартирном доме в городе Нюрба. Свободная и развитая конкуренция. Представители бизнеса и власти обсудили вопросы состояния и развития рынка товаров и услуг. Счастливые обладатели приза. Победители акции «Весна» на НВК продолжают получать свои подарки. Это Якутия-24 в прямом эфире. Рассказываем о главных событиях. В студии работает Андрей Погорелов. В Нюрбе в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Чрезвычайное происшествие произошло в двухквартирном доме в микрорайоне «Энергетик». По предварительным данным, взрыв произошел при использовании портативной газовой плиты. В МЧС России по республике сообщили, что в результате произошедшего погибших и пострадавших нет. В ликвидации последствий ЧП участвовали 4 единицы техники и 13 представителей экстренных служб. В момент взрыва в комнате, где была установлена плита, никого не было. Пожилые люди, проживающие в квартире в этот момент, находились в другой комнате. В местной администрации сообщили, что помогут пострадавшим в восстановлении жилья. Причины произошедшего устанавливаются. Вопросы состояния и развития конкуренции на рынке товаров и услуг обсудили на заседании Совета при главе Якутии по инвестиционной политике и государственно-частному партнерству. Как отметили участники, сегодня рынок конкуренции в республике низок. Существует ряд проблем, которые нужно решать уже сегодня. Представители бизнеса связывают это с нестабильностью законодательства, сложностью получения доступа к земельным участкам, высокими налогами, затянутой процедурой получения лицензий и коррупцией. На сегодня стоит задача повысить конкуренцию, способность товаропроизводителей и поставщиков услуг, а также снизить административные барьеры. На сегодняшний день конкурентоспособность местных товаропроизводителей, а также поставщиков услуг в Якутии, разумеется, имеет свои сложности, определенные моменты. И при таких встречах, которые организованы сегодня, определяются направления, пути решения, каким образом поддерживать местных производителей. Есть такое понятие, как государственно-частное партнерство, и такой подход помогает совместными усилиями развивать конкурентоспособность местных товаропроизводителей и поставщиков услуг. В Санкт-Петербурге в здании постоянного представительства Якутии отметили традиционный праздник День геологов. В стране этот праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. На мероприятии побывали наши коллеги. Якутское геологическое управление берет свои истоки с 1957 года. Тогда технология добычи алмазов была слабо развита, да и условия труда были куда суровее. Многих пугал и сам Северный край. Но геологи – это целеустремленные и сильные люди, поэтому сложности для них не преграда. Вот когда мы приехали практически на голое место. Жилья не было, и у меня первый адрес – Якутская АССР, поселок Таежный, палатка 22. А вот когда наступила зима, первая зима, жилья еще не было, и мы жили вот в палатках с буржуйками. Но как-то это уже все тяжести, они подзабылись. Земляки-геологи ежегодно собираются вместе, чтобы вспомнить былые годы, Якутию и своих друзей-коллег, с которыми они осваивали месторождения полезных ископаемых. В этот вечер от имени республики были торжественно вручены почетные знаки. Вручить юбилейную медаль 385 лет вхождения Якутии в состав российского государства Червинскому Виктору Георгиевичу. На празднике выступила талантливая якутская молодежь. Собравшимся также представили видеофильм о республике, ее истории и геологах, внесших большой вклад в становление промышленности Якутии. Праздничный вечер посетили и будущие специалисты, ныне студенты, которые стремятся связать свою жизнь с минералогическими исследованиями. Конечно, я увидел бесценный опыт старшего поколения и надеюсь перенять все это. Этот праздник, конечно, само собой их, потому что я еще учусь и пока я не могу называть себя специалистом в этой отрасли. Геолог – это человек, как мне кажется, на плечах которого стоит вся экономика. Специальность очень интересная, романтичная и загадочная, как мне кажется. Якутия обладает богатейшими запасами природных ресурсов, но они были бы недоступны без труда многих поколений геологов-первопроходцев. Благодаря их профессионализму и самоотверженности и была заложена основа для успешного развития минерально-сырьевой базы республики.
Айсена Бурнашова, Анастасия Данилова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Чем меньше желающих получить рабочую специальность, тем ценнее представители этих профессий. В этом убеждены герои нашего сюжета – молодые специалисты акционерной компании «Алроса». С людьми труда встретилась Светлана Болеева. Токарь 4-го разряда Виктор Макрыгин. В авторемонтных мастерских работает уже 15 лет. В профессию пришел после окончания Ленского профессионального училища. В 2002 году устроился учеником токаря. И так здесь сдал на разряд и продолжил работать. С 2004 по 2006 в армию сходил, после армии опять вернулся на это предприятие. И так продолжал здесь работать. Отучился здесь, соответственно, шлифовщика, росточника. Ну и продолжаю работать. Вот уже 50 лет на этом же предприятии работает отец Виктора. Он-то и привил сыну интерес к этой профессии. Придя на предприятие токарем, молодой человек, имея большое желание трудиться, быстро начал осваивать и другие рабочие специальности. Да, шлифовщиком тоже работаю. Тоже здесь же отучился, сдал на 4-й разряд на шлифовщика. И в основном занимаюсь коленчатыми валами на двигателя. Шлифую коленчатые валы и головки. Сегодня Виктор – ценный работник. Как ему это удалось, Виктор отвечает: все просто. Главное – желание трудиться. На предприятии можно обучить человека и без образования. Если у него есть стремление, его научат всему. Еще один молодой и опытный сотрудник предприятия – автослесарь Игорь Киященко. Работает на станции ТО-1. Заменяет ГСМ, масла в двигателях, коробках. Также проверяет уровень и смазку. Машина наезжает свой пробег, заезжает к нам, мы проверяем уровень масла во всех узлах и меняем двигатель. Просто сливаем, меняем фильтра, заливаем свежее масло. Ну и смазываем. В гаражном листе указывают, какую работу надо выполнить. То есть просто помазать или поменять масло. А мы уже делаем. Ну и так бывает, что проверяем редуктор, а там масло белое с водой. Тогда уже надо менять его. Вот. Ну и работаем не то, что один машину ремонтирует, а у нас бригада из 3 человек. Вот мы все втроем машину делаем, распределяем, работаем. Игорю подвластна вся техника, будь то Вольво, КамАЗ или трактор. Работать приходится абсолютно со всем подвижным составом. Постоянно в комбинезоне, с грязными руками, пахнущим маслом и мазутом, молодой человек признается, что никогда не жалел о своем выборе и с удовольствием трудится на развитие родного предприятия. Хорошие рабочие специалисты действительно сегодня в большом дефиците. Из-за такого работодатели держатся обеими руками. Держатся за работодателей и молодые люди. Ведь «Алроса» – это одна из тех немногих компаний, кто предоставляет ребятам после окончания технических училищ места для работы, тем самым дает возможность дальнейшего развития. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Накануне определились победители акции «Весна на НВК». 1 апреля прошел главный розыгрыш призов и подарков. Среди тех, кто приобрел брелоки с купонами, призы разыгрывались весьма серьезные. Баня, беседка, мотоцикл, поездка в любую точку мира и многое другое. Счастливыми обладателями бани стали Михаил Охлопков со своей семьей. Именно дедушка из деревни настоял на приобретении брелока, а 5-летний сын вытянул удачный купон. Не думали, не ждали, а так знали, что наш дедушка с бабушкой смотрят этот конкурс, лотерею. Потом бабушка позвонила, что вы выиграли. Потом с НВК позвонили, радовались, все. Между тем, в Якутии откроют 9 новых кинотеатров. Средства заложены в Федеральном фонде поддержки кино. Для участия в конкурсе было подано 17 заявок. Из них фонд кино поддержал 5. Для закупки оборудования выделено 25 миллионов рублей, из которых по 5 миллионов получат такие населенные пункты, как Алекминск, Максагалох, Итеккюэль, Хатасы и Уснера. Напомним, в прошлом году по такой программе средства получили Чурапчинский и Тампонский районы, поселок Жатай и Дом дружбы народов имени Кулаковского в Якутске. В данное время у нас функционирует на сегодняшний день 27 кинотеатров. Вот 1 апреля мы открыли 28-й кинотеатр в республике. Это в селе Чурапча, Чурапчинского улуса. Очень качественный такой кинотеатр у нас получился. Следующее открытие у нас состоится в Доме дружбы народов Кулаковского. Там будет такой обособленный показ специально для детей. В июне мы планируем открытие в Хандыге, тоже по линии поддержки по фонду кино, да? И вот еще 5 населенных пунктов в этом году мы обязаны открыть.
Теперь к новостям спорта. Олимпийский чемпион Никита Крюков сегодня выступит в Якутске на традиционном турнире по лыжному спринту «Гонка звезд». В столице республики стартовала 9-я универсиада среди студентов. На открытии в параде участие приняли 15 команд. Студенты средних и высших учебных заведений соревнуются по волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, борьбе хапсагай и другим видам. Сегодня пройдут финальные соревнования, где выявят сильнейшие команды. По итогам состязаний будет создана сборная, которая представит республику на универсиаде России. Все соревнования в основном идут в городе Якутске, в спортивных сооружениях наших средних специальных учебных заведений, а среди высших специальных заведений у нас проходят в Северо-Восточном федеральном университете. Полностью обслуживает эти соревнования Российский спортивный студенческий союз, который в данное время работает и функционирует в нашей республике. В Хабаровске завершилось первенство России по северному многоборью. Участники со всей страны соревновались в 5 видах спорта: метание топора на дальность, бег с палкой, прыжки через нарды и тройной национальный прыжок. На одном из самых зрелищных видов метаний тынзяна на хорей побывал наш корреспондент. Стараемся кинуть по порыву ветра. По порыву ветра кидаем. Ну вот. Более-менее. Чтобы закинуть тынзян, или по-русски аркан, на шест с расстояния 13 метров, нужно учитывать направление и силу ветра. Да и от самого аркана зависит многое. Его сплетают из цельных лоскутов шкуры оленя. Лучшими мастерами по его изготовлению считаются представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Хабаровские спортсмены купили такой на всероссийских соревнованиях в прошлом году. Нам дали задание, федерация наша, взять хороший молот. Ну, мы взяли хороший молот, и более-менее спортсмены, воспитанники мои, начинают попадать. Команда из Якутии по финансовым причинам не смогла привести своих сильнейших спортсменов, поэтому выдающихся результатов не показали. А в таком виде, как метание аркана, соревноваться с участниками из регионов, где развито оленеводство, очень трудно. Да, раскрывается, но не доходит. Ветер слишком сильный, наверное. Раскрывается и закрывается. Самый сложный метание аркана. Метание аркана и топора в основном. Там как бы у северных народов, у них в крови. Мальчик из семьи оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа на этих соревнованиях стал рекордсменом. Он 45 раз закинул аркан на шест, ни разу не промахнувшись. Ребята происхождением из тундры, это дети оленеводов. Метает арканы уже, получается, ребенок 4 года уже. И толком разговаривать не умеет, он уже в руках аркан держит. По итогам соревнований в лидеры вышли спортсмены из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Красноярского края. Стас Михайлов, Хабаровск. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь на Якутия 24 и будьте в курсе всех событий.